Жидандык и Сергей Батоевы. Книга «История рода Бадмаевых. Основоположников тибетской медицины в России». Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Текст от автора читает ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбужап-Цибикова Баир Дугаржапов. Часть 14. Надо заметить, что события начала 1990-х годов уже предвещали падение советской власти и вели к распаду СССР в 1990-е годы. И во многих городах страны открывались приемы больных врачами, которые занимались тибетской медициной. Было известно, что приемы велись в нашем городе Улан-Удэ и в Чите, и, конечно, в Ленинграде. Так, журналист Павел Натаев опубликовал статью «Мы вправе гордиться им». Безусловно, он повторяет материалы других авторов, однако представлены сведения относительно вопроса монголо-китайских отношений в России, а также задачи строительства железных дорог в Монголии и в Китае. По его данным, Петр Бадмаев поступил в Императорскую медико-хирургическую академию в 1870 году, однако из-за неуплаты за учебу был отчислен. Но Петр Бадмаев продолжил учебу в Санкт-Петербургском университете на Восточном факультете. Однако снова его отчислили за неуплату курсов. Далее, только став стипендиатом имени Муравьева-Амурского, Петр Бадмаев завершил учебу. Павел Лазаревич Натаев также пишет об участии Петра Бадмаева в экономических проектах России: строительство железной дороги от Семипалатинска до города Хайлар протяженностью около 300 верст, и по строительству железной дороги Верхнеудинск-Троицко-Савск, далее до Урги. Планировалось строить двухколейный путь. Эта дорога должна была пересечь Монголию в меридиальном направлении и соединиться с китайским городом Нянсяфу. Ее общая длина равнялась 1400 верстам. Другим важным документом, свидетельствующим о стремлении России оказать содействие и помощь Монголии в ее хозяйственно-экономическом развитии, является составленный Бадмаевым проект учреждения монгольского общества для руководства хозяйственным развитием Монголии. Далее Натаев отмечает, что немалый интерес исследователей должен вызвать проект другого документа под названием «Русско-монгольское соглашение» от 21 октября 1912 года. В его вступительной части говорится: ввиду всенародного выраженного желания монголов сохранить исторически сложившийся самобытный строй своей страны, китайские войска и власти были удалены с монгольской территории, и повелителем монгольского народа был провозглашен Джибзундамба Хотохта. Агинские буряты еще раньше называли русского царя белым царем, а после добровольного вхождения в состав России стали называть себя подданными Саганхану Албату. Петр Бадмаев, отмечая огромную роль китайского народа в развитии человечества и его цивилизации, писал: «Китайцы – народ с замечательным историческим прошлым, своей самобытностью по всем отраслям человеческого знания, как конкретного, так и абстрактного, они удивляют весь образованный мир, и поразительное трудолюбие, соединенное с необыкновенной коммерческой способностью и бережливостью, делает китайский народ независимым в экономическом отношении». Далее Петр Бадмаев особо выделял торгово-коммерческую способность китайцев следующими словами: «Китайцы смело конкурируют с американцами в предприимчивости, своей торговой изворотливостью превосходят евреев, трудолюбием и настойчивостью
в области возделывания земли и торговли не имеет положительно соперников во всем мире. Эта характеристика китайского народа, написанная дальновидным, политически прозорливым земляком, должна служить в современную эпоху одним из главных ориентиров в укреплении наших отношений с Китаем. Петр Бадмаев высоко ценил значение Великой Транссибирской железнодорожной магистрали в политико-экономическом развитии России и укреплении ее положения в монголо-тибетско-китайском Востоке и упрочении связи с ним. В частности, он отмечал, проводя железную дорогу до Великого океана, частью по чужой территории КВЖД, это имеется в виду КВЖД, мы должны иметь целью не только призыв к обширной Сибири и к большей экономической производительности, не только облегчить и увеличить способ продвижения грузов с запада на восток и обратно, но и поддерживать силу и боевую готовность нашего Тихоокеанского флота, пока не вполне обеспеченного провиантом и топливом. И, далее в кавычках, в то же время эта дорога, несомненно, должна способствовать нашему сближению с монголо-тибетско-китайским Востоком. Это предложение Петра Бадмаева учитывало и предвидело роль монголо-тибетско-китайского Востока в будущей жизни человечества. Таким образом, несмотря на занятость вопросами мировой политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Петр Бадмаев открыл для себя тибетскую медицину в целом, несмотря на ряд противоречий, уделял немалое внимание прогрессивному развитию своего родного края, Забайкалья и земляков. Как известно, им была организована в Санкт-Петербурге первая гимназия для бурятских детей, куда в 1895 году на учебу было направлено решением Цуглана, это собрание родоначальника Вагинской степной думы, 12 мальчиков. В их числе оказались будущие профессоры Цибенджем Сырно и Базар Баратин. Мы указывали, что учеба гимназистов шла очень напряженно и трудоемко, а тибетская медицина в итоге сохранилась и действует в нашей стране, а также и за рубежом. Активно изучаются многочисленные труды традиционной медицины Востока в институтах и академиях. В настоящее время для российского народа, безусловно, есть действительный повод для гордости и неутомимую деятельность Петра Бадмаева. Соответственно, открыты памятники Петру Бадмаеву в поселке Агинское Забайкальского края и в городе Улан-Удэ Республики Бурятия. Натаев повествует так. На основании вышеизложенных материалов можно сделать вывод, что Петр Бадмаев был крупным деятелем царского правительства, дальновидным и деятельным человеком незаурядных способностей и истинным патриотом России. В контексте нашего исследования генеалогического древа знаменитого рода и осознания его заслуг мы все-таки считаем уместным добавить несколько строк о крупном политическом и государственном деятеле бурятского народа Александре Уладаевиче Хахалове. Во второй половине 40-х годов 20-го столетия в аппарате ЦК ВКПБ работал бурятский коммунист Александр Уладаевич Хахалов, родственник авторов. Так, первый президент Республики Бурятия Леонид Потапов пишет о нем. Еще будучи секретарем Бурятского обкома партии с 1940 по 1945 годы, Хахалов приобрел большой авторитет в республике. В 1945 году его направляют в высшую школу партийных организаторов при ЦК ВКПБ, по окончании которой он был принят в аппарат ЦК, где работает инспектором отдела партийных органов. Я думаю, вы понимаете, что такое ЦК. Аббревиатура «Центральный комитет». А ЦК ВКПБ – это Центральный комитет Всесоюзной
коммунистической партии большевиков, а буква «Б» большевиков в скобочках. Слов нет. Работа в ЦК была для него серьезной школой по приобретению навыков организационно-партийной работы. Там Александр Владаевич, курируя крупнейшие области Центральной России, Курскую, Орловскую и Тамбовскую, хорошо разобрался в практике работы партийно-государственных органов этих регионов. В начале 1951 года Александр Владаевич Хахалов был избран первым секретарем Бурятского обкома ВКПБ. Надо сказать, Хахалов заочно окончил высшую партийную школу при Центральном комитете партии, работая в этот период при нем. В своей статье Леонид Потапов отмечает: Александр Хахалов достойно вошел в историю нашей республики как один из немногих признанных ее лидеров. И сегодня в истории бурятского народа Хахалов остается единственным бурятом, который работал в правительстве СССР. С 1960 года по 1970 год Александр Владаевич был председателем Президиума Верховного Совета Бурятской ССР. А также он являлся заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Особо хотелось бы отметить судьбоносный факт в истории республики, когда по личному указанию, уже в кавычках, Хахалова была пересмотрена оценка бурятского героического легера ГСР и ряда других произведений национального фольклора, реабилитированы подвергшиеся травле и даже изгнанию из республики известные научные и творческие деятели. Вместе с тем, как свидетельствуют обнаруженные нами архивные документы и результаты проведенного анализа других сохранившихся источников, мы достигли только определенного успеха, исследуя генеалогическое древо уникального рода Батмаевых. Хотя и уточнены многие родственные связи, все же нам кажется, что необходимо продолжать изыскания по бурятской линии. Ведь они освещены недостаточно. Сложность изучения поколений Батмаевых в том, что женщины официально не вписывались в родовые линии. Если нам удалось бы обнаружить родовые связи именно по женской линии, то наши данные, безусловно, расширились бы. Итак, 22 июня 1999 года в селе Топтанай Дульдургинского района Забайкальского края отмечался юбилей Топтанайской средней школы, которой исполнилось 90 лет. Приехали выпускники разных годов этой славной школы, и, конечно, активное участие принимал потомок рода Батмаевых Жамса Базаров. К сожалению, недостаточно активно проявляли себя члены семьи Жамбалова Жаргала и Доржиевой Жаргалде. Также на этом мероприятии был с семьей и автор Даштандык Батоев. С обобщающим докладом выступил директор школы Лупсанов. В этот знаменательный день школе было присвоено имя Петра Александровича Бадмаева. Таким образом, дело, начатое старшим братом Сультимом Александром Александровичем, это старший брат Петра Бадмаева, который первым появился в Петербурге, открывал аптеку, и активно и плодотворно продолженное Жамсараном, то есть Петром Александровичем Бадмаевым, не прервалось и продолжилось в СССР, в России и в других странах. Возрожденный в конце 60-х годов XX века в Бурятском научном центре отдел биологически активных веществ стал крупнейшим научным подразделением Сибирского отделения Российской академии наук, занимающимся общей и экспериментальной медициной с 4 лабораториями комплексного исследования наследия тибетской медицины. Также следует отметить, что в 1999 году у истоков этого благородного дела стоял востоковед
Пурво Балданджапов. Взяв на себя всю организаторскую работу, он создал лабораторию-музей с приглашением специалистов всех профилей: фармацевтов, ботаников, химиков, практиков, ученых лам, медиков и, конечно же, востоковедов. Организовывались фармацевтические экспедиции, началась энергичная и источниковедческая работа во многих городах страны. Здесь мы также должны отметить большой вклад ныне покойного кандидата филологических наук Балдаржи Батараева. О размахе научно-исследовательской деятельности отдела к концу 20-го столетия говорит высокий потенциал ученых. Здесь трудится 6 докторов наук, 13 кандидатов наук, заведует отделом доктор медицинских наук, профессор С.М. Николаев. С 70-х годов работает Эльберт Базарон, служит на этом поприще доктор медицинских наук, академик Международной академии информатизации Назаров Рыктылон, фармацевты Батарова, Найдакова и другие. Отдел биологических активных веществ имеет 33 патента, 1 диплом и научное изобретение и другие научные доклады в 1999 году. В начале июня 1999 года были опубликованы материалы о новых исследователях тибетской медицины в газете «Бурят-Унын». Так, корреспондент газеты Жукдурова выпустила целую полосу в газете об Адмаевых, начиная с Джамсарана и Асора. Николаю Николаевичу приложены 3 фотографии, которые представляют исторический интерес. К сожалению, Жукдурова не указала источники исследования, а показала известные материалы. Но очень большой интерес представляют фотографии. На этом мы закончим 14-ю часть. Текст от автора читал ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Камбажап Цыбикова Баир Тугаржапов.